Так, что у нас за план? У меня этот план был вчера, был позавчера, и сегодня, я надеюсь, я его осуществлю. План у нас такой: сходить пешком в Рибароха де Турия. Это примерно 20 километров, ну, рута, которую мы катаем на велике. Ах, теплынь на улице. Я вот не знаю, я когда монтирую, я вот это выкидываю все. Когда же я иду и рассказываю, мне кажется, это настолько интересно вот показать, что на улице тепло. Блин, я вообще, у меня просто... И вот такие похождения напоминают книжки про Гекльберри Финна и Тома Сойера. Вообще, когда просто собрались и куда-то пошли. Народ, это же настолько интересно. Просто куда-то пойти прогуляться. Даже в те места, где я уже был 100 раз. Почта моя. Корреос мой. Так, сейчас у нас 11:40. Мне вот Красный Крест этот показал. И давайте ставки сделаем. Допустим, до Рибарохи нам идти часов 5. Там, допустим, часик-два почилить. И обратно часов 6. То есть дома мы будем за полночь. Я думаю так. Но мы постараемся это ускорить. То есть будем идти в каком-то более-менее бодреньком ритме. Ну, посмотрим. Неважно. Ночью все равно сегодня тепло. Дождя нету, так что приключения. Я, кстати, только недавно узнал... это мебель, господи. Что такое аутлет? Аутлет — это магаз, в котором продаются вещи со скидкой. Вот это вот, например, аутлет Корт Инглес. Огромнейший. Вот странно, обычно меня шум города напрягает. Сейчас этого нету. Вот оно, знаете, настолько по-разному бывает мозг. Вот он как-то у меня работает. Да у всех, наверное. То есть стоя как-то на велике. Потом я на велике вот это вот накатался прямо вообще. Не, я на нем ездил вот когда позавчера я там 30-очку мотанул. Но как-то мне на велике уже надоело кататься в одних и тех же местах. Я думаю, надо прогуляться пешком. Это же тоже интересно. Вот фишка в том, что вот делать то, что интересно. А делать каждый день одно и то же, господи, мне кажется, это с ума сойти можно, в прямом смысле. Это Веспочка PX 125. Вообще, она просто офигеть. Но это свежая, да, но, блин, она все равно смотрится офигенски. Мы до парка еще не дошли, я уже никакущий. Вот это вот меня всегда вот такие вот в начале путешествия. Мне кажется, это просто, ну, психосоматика, и организм он как-то типа противится. Сейчас пойдем, расходимся и нормально. Как я люблю повторять, Испания — это страна для активности на свежем воздухе. Это вот бег, какие-то походы, велик. На море это вообще все. Это и каякинг, и яхтинг, и на байдарке, и гребля академическая, и дайвинг, и сноркелинг. На лошадях. Ну, такой, нормальный почти. Сейчас гляну, может еще тут где-то есть. Я штучки 2 съел уже. Да, немного его здесь внизу и спелого. Ну, дерево возле дома, понятно, его собирают. Ну, так я штук 5-6 уже перехватил. Уже, знаете, как-то идти полегче, наверное, станет. Ну, вот мы с вами, грубо говоря, и в Квар-де-Поблет пришли. Ну, то есть аэропорт вот там. Все, идем дальше. Здесь, кстати, вот велись, я не знаю, ведутся ли сейчас полномасштабнейшие работы по сохранению русла. Полномасштабнейшие. Там я вам дальше покажу, но вот здесь этого раньше не было.
забор, кстати, вот этот вот, он сделан прямо вот из этого же. Я не знаю, как это такая вот трава, как полубамбук. Вот делают прямо из того, что есть. И я вам показывал уже в старых видео, что люди вот перед зимой прямо заготовку там плотненькое делали. Вот в нем все дерево, но он еще, по-моему, зеленкуватый, да. А это какой-то кабачок, но он такой длинный и оранжевый, я такого не видел никогда. А, это не кабачок, это этот вот, который как цукини, да? Господи, как он называется? Цукини и этот... Кабачок, да? Боже, я что-то вообще забыл, как что он называется. Отличный кустик, но за ним смотрят. Я только одну нашел спелую, такую как вареничка. Но скажу вам честно, на Майорке и на Ибице он, по-моему, повкуснее. Оливка уже вовсю усыпана прямо все дерево. Похоже, как на болгарский перец, да. Потому что он вот легкий внутри и по форме, да. Я первый раз в жизни увидел, как растет болгарский перец. 40 лет. Если бы был какой-то фильм про какие-то похождения, вот эти цветы, они стопудово должны были бы что-то делать. Или испускать какой-то дурман, который галлюциногенный, или усыпляет. Ну просто так вот такие яркие цветы расти не могут. Постоянно в ветвях кто-то копошится. Скорее всего, это птицы. Кстати, очень удачно, что я пошел в четверг, а не в пятницу. Потому что в пятницу здесь уже народа побольше. А на выходных тут бы сейчас меня бы постоянно велосипедисты бы... Я бы только и делал бы, что возле обочины стоял бы. Ну вот он еще вот такой. О. Вот это вот он. О. Все. Варенька. Вроде бы и инжир. Вроде бы спелый. Но вот этого вот вкуса, как на островах, в нем нету. Это вот когда у нас был здесь ливеняка, вот этот вот, представьте себе, как оно бежало все. Здесь вот загнуло все, вот оно, мусор, просто легло все. Здесь вот оно просто все, шух. А вот это они. Но они еще зеленые, но они меня ждут. И я вас жду, мои хорошие. Вот они, мои пупсички. Господи, как я за вами заскучался, а. Слушайте, я даже не могу найти свое дерево здесь, за которым я сидел обычно. Вот это вот, что ли, да? А бревно где? Вон оно, аж там. Вообще тут заросло все. Ага, вот оно здесь. Во. Офигеть! А осенью тут все вот такое. Все пожухлое. Дерево голое. О, бежало как. Нанесло сколько. То есть бежало прям по вот этому вот уже. Вот нанесло сколько. Офигеть. Вот это да. И вот тут вот просто масштабнейшие изменения. Вот здесь вот все засажено было. Вот тут 1 300 000 евро вот восстановление и в окультуривание вот этого русла парка. Я еще немножечко сел, перехватил 2 булочки, попил и глянул. 12,5 километров нам осталось.
9 мы уже прошли, что-то такое. Кстати, вот эта вот шляпа, она считает и шаги, и километры очень точно. Как-то уже и осенью повеяло. Ну, понятно, я уже 100 раз сказал, что зимы как таковой здесь нету, просто в квартире прохладно. Вот только это. 7,2 от дома до входа, да? Так и есть, плюс-минус 9, 10, 2, 3. Все четко. Вот тут вот они прямо вот огромные, вот, как кулак уже. Ну вот этот вот нет, а там вот прямо как кулак уже висят. Но зеленые еще. Вот этот вот знак опасная, опасно, дорога в плохом состоянии. Вот он висит здесь, я его уже вижу год, но я подозреваю, что он висит здесь, наверное, вот сколько он тут может висеть, столько он и висит. Никто эту дорогу там ремонтировать не собирается. Хотя у меня было, лично я пару раз на ней чуть джигу-дрыгу не сплясал. Здесь еще вот такое усложнение. Вон тут загнуло вообще. Для велика как раз то, что надо, рута. Вот такая она. Оно, когда идешь пешком, вообще все отлично. Но когда ты вваливаешь на велике по вот этому вот бетону, конечно, оно по рукам бьет. Это место наблюдать за птицами. Здесь должна быть еще одна досточка. Вон они бегают. Вот тут вот можно стать спокойно и смотреть за ними, пока не надоест. А мы здесь попьем водички. Всем вам прекрасно знакомое место. Я, кстати, был и наверху, вот там вот, с бандой испанцев. Но нам не сюда. Нет, нет, нет. Если бы сюда, это было сильно просто. Вот это да, бежала аж здесь. Вот это вот все под водой было. Вон. Вот бежала аж тут. Какой-то у них здесь опять крестовый поход. Вода очень чистая. Я даже не знаю, это, по-моему, с какого-то канала. Может быть, даже с пресса де Туз. Частично вот он идет и вливается в Турию. Может быть, я не уверен, но вот с той стороны канал этот, он потом выходит выше и куда-то идет. Вообще, вот это вот место, я когда в первый раз его на велике катал эту руту, я вообще поражен был. То есть едешь, потом бах, вот это место для пикника. Потом бах, и ты въезжаешь в лес прямо возле речки. Ну, оно, знаете, когда вот по свежаку в первый раз еще и на велике, еще и как-то так вообще без ничего, то есть ни камеры запасной, ни насоса, ни инструмента, вообще ничего нету. Не, вот тут вот спуск еще, по-моему, нормальный. Вон он куда-то шел и в никуда. Я не знаю, как вот это можно прокомментировать. А нет, я понял. Люди поели нормальные, не свиньи, а потом их просто забрали вампиры и все. Да, вот и все. И это объяснение, оно вполне логичное. Ну, собственно говоря, пришли. Ну, еще нам идти до стоянки, но в целом, как бы, указатель меня уже радует. Я уже знаю, что это совсем уже недалеко. Может быть, там километра 3-4 нам еще. Идеальное место и для гамачка,
и для палаточки там, я вижу, можно растулиться. Гамак так вообще здесь просто нашел. 2 дерева, которые тебе именно понравились, растянул и спать в тени. Можно снимать кино про гигантскую анаконду или про крокодила-людоеда. Вот оно, как бамбук. Но оно такое, оно не сильно твердое, такое, оно похоже на бамбук, но это совсем не оно. Совсем. Сколько мы перелазили через него, я вам все говорил, что его никак не сделают. Вот, починили, смогли. Вот тут я видел, кстати, тоже заготавливали вот этот вот типа бамбук. Ни в какие джунгли не надо ехать. О! Индиана Джонс. Я что-то вспомнил долгую прогулку Стивена Кинга. Кто не читал, рекомендую. Ну вон она, Рибароха дель Турия, господи, фух. Вот сколько я в Испании, сколько раз я здесь уже был, и вот эти вот такие вот туннели из вот этих вот растений, они смотрятся, ну, вот он, и он пошел прямо на самый верх. И вот мы идем в туннеле, вот в прямом смысле. Вообще. А там был еще ниже. Вот тут я видел, как на каяках катались. Прямо здесь. Блин, ножки бы помочить. Я еще раз показываю, насколько бежало, что вот до сюда, вот вы смотрите, во. То есть вот это вот все в воде было, представьте, и бежало аж вот сюда. Рюкзак-то с каждой остановкой все легче и легче. Ну вот мы и пришли. Вот этот мост, я помню, мне Макс, это здесь чувак, я с ним познакомился вот в первый или второй день, как купил велик. У меня есть на канале видос. Он мне говорит, вот, говорит, как до моста доедешь, под которым проезжать нужно направо, и там, говорит, такая площадочка для отдыха прекрасная. А налево на холме сам город. Вот сейчас нам по вот этому мосту с колоннами на ту сторону. Это если мы не хотим ничего в Меркадоне. А если мы хотим, если было мало, а было мало, а мы хотим, поэтому нам сейчас идти наверх. Она, знаете, она такая простая, такая незамысловатая, такая добрая, вот счастливая бедность. Но я с Вовчиком, в принципе, я согласен. Но я не могу сказать, что она тут сильно бедность. Нет. Я думаю, что здесь вот это вот не для вина. Это или оливки, наверное, масло делать. Ну, пресс какой-то, но не винный. Ну, как-то для вина оно скромно. Вот цветов, вот я говорю, понимаете, вот я во Франции увидел вот это в первый раз. И вот оно как бы для меня вот как какой-то мерило, какая-то константа, какой-то эталон. Вот я привык, что цветы, понимаете, оно такое все яркое, красивое. А здесь мне этого немножко не хватает. Я что-то не понял. Это машина из какой-то параллельной вселенной E-Golf. Полностью электрический гольф. Что это такое вообще, а? Откуда вообще это все? Почему я об этом не знаю? А то мы все Тесла какие-то машины. Полностью электрический гольф. Вообще нам об этом никто откуда он нарисовался. Вот, Максим Юрьевич,
Вот в таких вот баллонах газ на любой заправке есть. На любой. А иногда и вообще и в магазинах прямо возле дороги. Вот этот электро-мерседес. Вот такие по Валенсии проходили как его, испытания, там ездили, катались. Пропускают все. Боже, я еще хрен знает где. Чувак не спешит, не жмет на газ. Проскочу. Нет. Все, мы дошли до нашего места. Вот сюда я хотел прийти. Вот здесь это шикарная стоянка для машин. Хотя я думаю, здесь и на кемпинг-каре можно пару дней постоять. Тут и мусорки, и душик, и туалеты. Нет, душа нету, по-моему, только туалеты. Ну, красавцы, мусорки все завязаны. Красота. Да, их отмыли. Все тут есть. Слушайте, это такой кайф, вот так вот взять и прохладной водой умыться, а? Фух. Вот это ты, Алексей Юрьевич, заплыв сделал, конечно. Что это на ногах? Какие-то покраснения мне непонятные вот тут вот идут. Откуда это? С чего бы это вдруг? И вот тут вот. Здесь тоже. Что это за блажь? Тут вон тоже. Так, нам где-то 550 миллилитров нужно. Так, вот я собрал нашу приблуду. Поставим ее прямо здесь, чтобы она у нас стояла красиво, вертикально. Вот мне интересно, как она именно на ветру будет греть. Вот ветер. И крышечкой накрываем. Я же напомню. Карбонара. Здесь 2 порции. Налить воды, закипятить и варить на медленном огне 8-10 минут. Нифига себе, оно уже почти кипит здесь. Вот это да. А как же мы маленький огонь-то здесь сделаем, а? Блин. Я что-то вообще ни о чем не подумал. Ни как я камеру буду устанавливать. Да, оно уже кипит, все. Вот так, как какой-то минимум включим. Открываем. Что у нас тут вообще внутри? Вот такая вот лапша, и к ней соусец вот такой вот, он уже готовый. Нормально. Посмотрим. 2 порции за евро 10. Правда, она короткая. Ну ничего, сейчас мы это как-то будем там... Блин, оно закипает, что ли, мама родная. Вот так вот пускай будет. Еле-еле. Окей, давай, лапша, иди там в этот... окунайся. Да, у него энергоэффективность сумасшедшая, просто потрясная. Вообще, вот я выключил уже на все, оно кипит. Я выключил самый минимум, уже вот даже пламя сдувается. Я еще убрал, я не знаю, может оно потухнет сейчас, может нет. Невероятно. Максим и мама, когда увидели, они такие: ух ты, сколько это долларов 100 стоит. Я говорю, нет, это же не Jetboil, это Китай, но очень качественный. Ну-ка, неопренка. Ну, рукой можно взять, да. Мой первый Jetboil. Ну, не Jetboil, а вот такая вот походная кухня. Офигеть. Блин, ну на одного здесь поесть, прямо так поесть. В общем-то, огромная кастрюля вот такого супа вкусного. Офигеть. За 1 евро 10 вот такую штуковину можно смело брать и готовить. За евро 10 в пакетике
и вот так вот еще приготовлено. Народ, это бомба просто. Можно смело брать, там еще есть и с пармезаном без мяса. Вот они все по евро 10. Вот так вот. А если еще и булок к ней добавить, это вообще это обожраться просто. Вот я уже ем, оно сытное, вкусное, и, блин, оно готовится вообще легко. Нет, в принципе, можно приготовить такое дешевле раза в 3. То есть просто мы берем... ну соус мы не сделаем, да. То есть просто макароны, сыр и, допустим, макароны, сливочное масло, сыр и мясо порезанное. Да, если вот в каких-то условиях таких не в пакетных, вообще. 6:30. Печка огонь, карбонара огонь. Сейчас собираемся и как-то надо продвигаться в сторону дома. Я даже сам, наверное, до сих пор не представляю, насколько я кайфую сейчас. Вот мне кажется, даже я сам. Вот я буквально вчера на днях посмотрел свою поездку по Майорке, просто кусочек включил. Друзья, я не верю, что это был я. Я не верю, что это я с велосипедом блукал 2 недели с 31 по 16. Ну, на пароме не в счет, окей. С 1 по 16. 2 недели. Блукал, ездил, ходил, смотрел вот это вот все. Вообще это невероятное приключение. И я сейчас вот... Вообще вот это вот Испания, вот это вот одиночество мое здесь, оно мне, конечно, открыло границы вообще. То есть я предоставлен полностью сам себе, и я захотел, я просто утром встал и пришел в Рибароху. Взял, приготовил здесь карбонару, выпил 2 банки пива и сейчас иду домой. Это же просто прогулка понад речкой, как Максим Юрьевич. В детстве, я помню, он все время ходил на речку гулять. Вот его манили вот эта вот вода. Вот здесь вдоль речки идти 20 километров. Ты просто идешь, и она у тебя то справа, то слева, то справа, то слева, то справа, то слева. Но ты постоянно идешь возле воды. Я у Птушкина смотрел, когда про Намибию, или это в Африке он был. Выпуск вообще так себе, такой проходниковый, то есть, ну, такое. Но он там, такая фраза у него была, что он говорит, я сажусь когда за руль, вот я еду и втыкаю, думаю о чем-то своем, это такого сродни какая-то как релаксация и отдых. И я когда это услышал, я думаю, блин, чувак, как я тебя понимаю, когда вот просто садишься, допустим, и ты знаешь, что тебе ехать там не 1-2, а он говорит 4 часа. Это вот как на велике, вот ты сел, допустим, вот как я езжу в Куэру. Сел, ты едешь, крутишь, думаешь о чем-то, а идешь когда? Это вообще, это, понимаете, это ты вот в мыслях, ты просто вот, ты именно идешь через жизнь, вот ты ощущаешь ее. Именно идешь, мысли проживаешь вот это время, не сидя там, листаешь что-то, как вот у меня было вот эти вот дни. Сидишь там, зашел посмотреть что-то, телефон в руки взял. Все, полчаса, часа нету. Думаешь, блин, а чё я его брал? А здесь иду я уже медленнее. Но я думаю, к 12 дома будем. Я Пепу включил в одно ухо. Потому что нужно аудирование делать. Иду. Идет мне навстречу мужик. Просто обычный мужик. Ну, полтос ему там.
плюс-минус. Я на него просто глянул, он мне такой: «О, буэнос тардес». Мне вот это вот напоминает, как папа рассказывал. Они когда или с каскадером, или куда-то ездили, или он сам, он говорит, ну, в общем, суть такая, говорит, едем, говорит, или по Абхазии где-то, или по Грузии, они куда-то там, ну, по молодости. Ночь, темно, машина стоит и 4 человека вокруг нее. Папа спокойно с каскадером останавливаются, говорят, что такое, что за дела. Они говорят, да не, все в порядке, мы сказали, уже там это передадут, сейчас за нами приедут. Папа мне говорит, да я сейчас, говорит, днем, говорит, машина стоять будет, вот так, говорит, в каком-то месте безлюдном, я, говорит, не остановлюсь. Вот из этой же серии. Тоже сколько раз здесь было, я вот иду с великом, или вот какая-то парочка на Майорке, я рассказывал, останавливаются такие, вам, говорит, нормально? Я говорю, да, говорю, перфекто все. Они, может вам помочь что-то? Я говорю, не-не-не, спасибо. Они, окей. И вот это вот все, оно людей воспитывает именно в таком духе, что меня вот постоянно интересуется, я тоже вот смотрю, кто-то с великом там что-то, я говорю, что там, что-то помочь, может, говорю, заклеить, вот как я тетке на Ибице. Она говорит, да нет, я, говорит, это проколола. Я говорю, да у меня есть, я могу заклеить. Она, не, я доеду. Все. Потому что я знаю, что это такое, когда вот так вот едешь, потом бах, и вот моделируешь ситуацию, что тебе этот велик или катить, или что-то с ним делать. Иду сейчас вот парень с девочкой, 20-25 лет, там, неважно. Сидят, у парня классный велик такой, Скотт, нормальный, у девки, ну, МТБшник. У них там какие-то такие боксики с едой. И вот я думаю, блин, ну вот где, вы понимаете, где найти такую девку, а? Чтобы вот ее устроила и устраивала всегда вот такой формат. Вот была, всплыла. Вторая, вот тоже всплыла. Но вторая вообще бомба. Вот Ирина Владимировна, вот она вообще поначалу, да и куда-то зачигириться, куда-то забродить, где-то поесть. То есть вообще ну вот идеально. Нет. Вот что, ну в третий раз опять кого-то искать, понимаете? Вот оно, ну как вот, ну впадло уже просто. Я вон Максиму говорю, мне, говорю, иногда жрать лень. Ну просто вот, ну оно одно и то же, одно и то же все. А тут искать какого-то человека, господи, ой. Это у него какие-то тараканы. Мы с вами снова через это шикарное место идем. Вот я от него тащусь вообще просто. Девки нормальные есть. Которых прет вот это вот приключение, гулять, вот именно такой активный, который вот у них тоже, то есть, ну, не, а нормальные. Женщина, она и должна следовать за мужчиной. С кем-то уже ты привязан, уже вот, то есть, тоже каждому, вот понимаете, из каждого состояния в вашей жизни, один вы, не один, с кем-то, нужно брать самое лучшее. Вот самое лучшее. Вот я сейчас один, я стараюсь по максимуму кататься на велике, где-то бродить, где-то смотреть что-то, тем более, что мне это совсем недорого, не напряжно. И вообще... как чувак, прямо как я, пригинается мастерски. Я покажу, вот высота здесь, да? Вот мы стоим по грудь. Да? Слушайте, они прямо на меня смотрят и ждут, что я с ними поздороваюсь, а? Вот, парочка эта поехала. Здесь тоже огромный вообще
огромное пространство. Там купается кто-то. Я так, знаете, я по-хорошему людям завидую, что вот они вместе. Потому что я помню, как мы с Ириной Владимировной по Франции на великах катались. Тоже это такое было приключение. Невероятное. Но я хочу сказать всем, народ, соло это формат очень крутой. И вдвоем, и соло, неважно как, путешествуйте. Вот я даже имея велик, вот я просто пошел пешком прогуляться вот на 40 км плюс. То есть я думаю, что дома мы придем, там покажет ходомер мой там 42-45. 42. Потому что меряет он достаточно четко. Вот они на кружках, там на кругах по реке, по течению всплывают вниз. Вон. Сейчас я не могу их догнать. Короче, на таких, как автомобильные шины, круги большие. Молодежь. Вот за вот такое бы я бы просто несмываемой краской бы на лице писал бы. Вот пока не смоется, пока там оно не ототрется, там сколько там, месяц, 2, 3, вот, чтобы человек ходил и понимал, что он сделал ошибку. Я у Ромчика узнавал, говорю, Рома, сколько ты на пике формы? Он говорит, с тяжеленным рюкзаком по горам 30 км в день. Я вообще не представляю. С рюкзаком, со снаряжением в пещеры лазить. Я вообще не представляю. Нет, может быть, но не по горам. По прямой с хорошим рюкзаком, который мне на плечи не будет давить. Может быть, ноги еще вывезут. Но по горам, если это с набором высоты, я даже и не знаю. Я вот уже звонил Ромчику, сказал, и повторюсь еще раз. Я бы вот уже хотел, наверное, километре на 15-м, на 20-м так точно, вот как к Рибарохе уже подходили, чтобы подошва на вот этих вот ботиночках была чуть пожестче, чтобы носок так легко не загибался. Я настолько обыспанился, что я наушник, я использую один, и чтобы уши не запревали, я то левое ухо, то правое. Так вот, я наушник не меняю. Я левый просто беру, переворачиваю и в правый вставляю. Обычно я бы, может быть, стал бы вот бузить, что вот, почему эта рута не приводится в порядок, почему ее не убирают, да. Народ, ну она от этого такая крутая стала, вообще вот с этими препятствиями, с этими вот нависающими ветвями, вообще вот реально эмоции дает невероятные. И на велике здесь, прикиньте, как прикольненько. Где-то пригнулся, где-то там привстал, где-то объехал. Ну, офигеть. Вот тут, по-моему, я осенью велик свой фоткал. Ну, уже ближе к зиме это было. Осень. Тут, понимаете, я уже в 100-й раз. Вот чисто психологически как-то осень. И вот то, что, конечно, в квартире прохладно. Аста пронто Рибароха де Турия. Вот это мы шли, мы дошли только до сюда. Вот у них такие для бега. Видите, такой мини-рюкзак. Там, наверное, на полторушку или на литр влезет водный пак. И можно положить там какие-нибудь батончики, там что-то, ну, в общем, то, что надо. Да, к вечеру активность на руте подросла. Меня это радует, хоть не в одиночку в потемках идти. Мне еще и на фонарике я никак зарядку не куплю. Столько фигни накупил, а зарядку не покупаю, потому что, ну, типа ж есть
там. Я помню, я вечером как-то возвращался, ну, с покатушек. И вот в такое же время еду на велике. И такой стрём, что-то, знаете, ну, в первые разы. Такой стрём, тут темно, смотришь, там вот это наверху что-то. Там вода, вот этот вот лес, хотя я здесь уже был. Сейчас уже, знаете, как... Была палатка или спальный мешок, я тут где-нибудь и поспал бы. Ну вот мы и до этого места дошли. Кстати, нормально. Идем, ноги приняли какое-то состояние. То есть я устал, да, они немножко побаливают, но в целом идти комфортно. Я не скажу, что я какой-то подвиг совершаю. То есть ничего не болит, просто усталость и ноги как гудят. Во. Ну вот, я посмотрел, мне телефон даже доставать лень. 39 тысяч шагов, 30 километров. То есть что-то в районе там 10, 12, 13, 15. То есть никакой драмы уже там все. 2-3 часа и мы дома. Комарики, кстати, уже промышляют. Это мы уже где-то к аэропорту подходим. Ну, плюс-минус, там, может, километра 3-4 еще. То есть нам до дома где-то еще километров 10 где-то вот так. То есть пару часов еще идти. Я достал фонарик свой. Да нет, вот уже аэропорт. Все, вон самолет взлетел только что прямо здесь. То есть вот уже аэропорт прямо вот здесь. Вот в чем еще кайф Испании? В том, что здесь очень долго тепло. И тепло еще и ночью. Ну, нету такого, что солнце село, все. Зимой, да. Зимой, да. Но вот сейчас вот уже у нас середина сентября, плюс-минус. Я иду, жара. То есть, ну, 27, 28, 29 градусов железно есть. Прямо вообще вот, ну, приятно идти. Вообще, ну, тепло. Ну вот, 9 км столб. То есть, вот 2 часа. И мы в парке. Ну, вот там вот откуда начинается рута. Ну, и оттуда километра сколько? Ну, 2-2,5. Еще полчаса. Сейчас у нас 9. У меня радар, все четко. Расчет времени у меня четкий. К 12, может быть, плюс-минус там полчаса. Что-то они тут какой-то кусок ухватили и пытаются протащить его. На самом деле, когда идешь по руте, которая никуда не петляет, то есть ты ее знаешь, и просто смотреть, чтобы там в глаз вот ничего вот такого вот не попало, чтобы там не оступиться, не споткнуться. Света много и не надо. Вот это вот у меня режим самый первый, просто чуть-чуть там, у меня тут 6 режимов. Короче, совсем нужно чуть-чуть, не нужен какой-то мега-супер прожектор. Вот это вот цвет, там Валенсия, а вот это вот цвет, там аэропорт. Вот, я его еле заметил. 8 км. Ночная смена работает, не покладая рук. Понятно, что на руте уже вообще никого нету. Все. Вот я здесь иду совершенно один. Она вся дра меня. Когда не холодно, даже вот я иду, пускай я устал, пускай я вообще там, ну, устал серьезно. Но нету ощущения какого-то свершения. Вот если бы дубак был, вот это да, ты идешь по холоду, как бы да. А так, ну, лето, Испания, среди цивилизации, шумит речка, не жарко, не холодно. Идешь, ну прошел ты там 35 км, там уже 37.
Ну и чё? Ни под пулями, ни в джунглях, ни среди львов. Прикольно. Ну вот, дошли до апельсинов. Сейчас я вам скажу, который час. 21:55. 22. Вот где-то еще час-полтора, я думаю. Вот это микромир здесь работает, а! Тут как широкополосное шоссе. Я тут с фонариком иду. Мне навстречу один мужик без ничего пробежал, второй мужик. Фух, ну что, мы на мосту вот этом вот, возле Турии, ну, на котором написано. Да, устал я, и я себе натер пятку на левой ноге с внутренней стороны. Она соприкасается с ботинком. Остановился чуть-чуть, потуже зашнуровал. Нормально вроде бы. Все, это мы уже к тиру, ну, пришли, понятно. Вот мы через мостик перешли, через ливневку и уже возле тира. Ой, погода, вот была бы вот такая зима, вот это бы была масть. Потому что вот так вот, ну вот чуть-чуть бы, а. Мы сейчас проходим дерево, где я и инжира чуть-чуть поел. Я прямо в замешательстве. Возможно, нужно выделить 9 евро и сплавать еще или на Майорку, или на Ибицу на недельку, пока вода там теплая. Акцию, кстати, они продлевают. Я думаю, что они будут возить. Ну вот, мы пришли в райончик вот этот вот, господи, Мислата. Вот это вот кольцо красивое, где я всегда на велике вечером езжу. Дома красивые. Все, и сейчас уже выход здесь. И по времени давайте 23:01. И до дома отсюда где-то километра 2 еще. 2,5. Ну вот, как я и говорил, плюс-минус к 12, полчаса туда-сюда. Ну что, вот он, свет в конце туннеля. Все. Вот отсюда мы с вами и зашли. Все, сейчас нам пройти вот тудой и вдоль полиции выходим и прямиком в сторону дома. А самолеты на посадку вон с включенными прожекторами. Один за одним. Ну, не так, как на Ибице, конечно, но тоже плотненько. Все, мы вышли на финишную прямую. В прямом смысле. Вот нам теперь по этой улице идти практически до самого дома. Да. 23:20. Ну, я темп подскинул, потому что устал уже все-таки. Да, последние вот километры, там сколько тут нам, ну, километр, может быть, 1,5. Вообще как-то ноги вообще забились. И устал сильно уже. Прямо вот я ощущаю, что физическая усталость. Я и темп уже скинул, иду совсем медленно. Ну как скинул там, ну не 5,5 км, а иду там 4,5, вот так вот. Не то, что я плетусь. Вот как так можно, а? Ну что это такое? Да, пускай она простенькая, блин, ну люди, ну не выкидывать же, а? Кстати, Фаяз будет следующий по плану.
То есть в марте. То есть тут осталось до него фактически полгода. Ну, не полгода, ну, в общем, не целый год ждать. То есть вот он будет, как обычно, уже объявили. Совсем финишная прямая. И вот цикадки эти, которые я люблю. Меня, знаете, я иногда так вот задумываюсь, блин, я в Испании, я объездил тут на велике, все, я был на Балеарах, был в Барселоне, и это нормально. Народ, я не совершаю какой-то прыжок с головы льва, как некоторые думают, блин, поехать жить в другую страну. Вообще нормально. Да, устал сильно. Я думаю, это, знаете, сродни, как вот показывает, что критический заряд, допустим, там 5%. Нет, я думаю, на самом деле еще где-то процентов 15-20 осталось, но это как просто упасть. А так вот, я думаю, если чтобы в батарейке еще что-то осталось, то вот сейчас, наверное, вот 5%, ну, 10 это самое то. Какое-то письмецо есть в ящичке. 56 704 шага. Так, куда ты подумала? 44 километра. Ну что, 0001. И мы даже уже вышли из душа. Я вам скажу словами капитана Смолета. Ну что ж, неплохо. Они получили свой паёк на сегодня. Мозоль на пятке он лопнул. Ну, никакой драмы здесь нету, ничего тут не видно. Просто вот эта вот часть, она отмозолилась, лопнула. Обычно я говорю, что у меня ощущение, как будто меня палкой били. Так вот, ноги настолько устали, они не болят, просто вот настолько дискомфорт, что я даже неважно спал. Samsung мне показывает 55 тысяч шагов 42 км. Эта штука мне показывает 57 тысяч шагов 44. В общем, будем что-то в районе 42. Конечно, да. Experience. О, я яблочки ем.